Научно-образовательные центры. Буквально еще 3 года назад Российская Федерация решила все-таки заняться наукой и четко сказала, у нас должна быть прорывная наука. Она сказала следующее: я дам денег тому, много-много-много, и было определено, по-моему, всего 5 таких научно-образовательных центров в Российской Федерации. Был, ну, скажем так, определенный конкурс, были требования к этим НОЦам. Естественно, разные субъекты начали за это биться. Но для этого надо было иметь, так скажем, некую научную основу. У нас не было таких вузов, которые подходили бы под НОЦ. Это реально должен быть какой-нибудь академгородок. Собственно, нам поэтому Миннауки и отказал это в первый раз. Вот этот известный инцидент в самолете с мордобоем, он, собственно, оттуда, да, Сидякин не смог тогда пробить эту историю. Но через некоторый период мы обнаружили, что мы решили объединить вузы, дабы попасть под критерии формирования НОЦ. Каждый увидел в этом определенную свою историю. Можно было, наверное, любые вузы определить с точки зрения объединения. Но почему-то выбран были именно УГАТУ и БГУ. Бульдог с носорогом. Гуманитарии и летчики. Будем так, даже так, инженерия техническая. А, собственно, только ради одного – принять вот эти деньги. А вторая цель была очень простая – освоить эти деньги. Но вопрос куда? Правительство России поддержало строительство межвузовского кампуса в Уфе. Он создан для молодых ученых из башкирских университетов и приглашенных специалистов. Его примерная стоимость 18 миллиардов рублей. При этом до 60% этой суммы Башкирия получит из федерального бюджета, а оставшиеся средства в равных долях выделит республика и внебюджетные источники. С внебюджетными предварительные есть договоренности, и в том числе с пулом банков, которые будут финансировать, ну а свои республиканские будем растягивать. Когда Российская Федерация придумала, для чего ей нужны НОЦы, предполагалось, что в этих НОЦах будет высокая зарплата, высокие научные достижения. Она вообще про институты, но наши услышали только слово «деньги» и, собственно, то, что умеет делать Назаров, строить кампусы. Освоение денег пошло по типу общежития. Почему-то было высказано, что именно общежитие вдруг толкнет науку. Но ведь, обратите внимание, общежитие можно было построить где угодно, и сначала выбиралась точка Дема. Кстати, под эту махинацию тоже, кстати, бывших неудачных земель, которые себе взяла КПД, а потом Сарапову там пообещала построить неизвестно что, но построить, точнее даже не построить, нарисовать проект. Там еще сдохло на стадии проекта, потому что КПД не зря не смогло дома построить, там есть определенные рельефные сложности и так далее. Но 300 миллионов ушли. Здесь теперь решили передвинуться в центр. Что давал статус НОЦ? Ну, он, во-первых, давал интересный способ переваривания федеральной земли. Вот такой зеленый цвет, да, скажем так, по сложным земельным вопросам. Логично. А где самая вкусная земля? Так и под БГУ и УГАТУ. То есть смотрите, что произошло. Нам вдруг сами БГУ и УГАТУ стали мешать с точки зрения вот этого кампусостроения. Вы обратите внимание, какое неудобное место было выбрано. Южный склон. Основное развитие получит этот склон. И мы здесь решаем две задачи сразу. Первое, мы строим здесь студенческий научный городок. Это будет что-то вроде научной долины евразийской. А ниже будет, соответственно, строительство общежитий и небольших таких блокированных домов для профессорского состава, ну и в целом для аспирантов и молодых ученых. Это место присматривалось очень давно и хотели очень многие, но проекты фундаментов, которые там надо заливать и выстраивать, это, ну скажем так, следующий век строительной технологии, не каждый туда зайдет. Собственно, что я теперь вижу? Мы очень увлеклись стройкой. Мы уже хакнули корпус БГУ, бывший вот этот вот радиоэлектронный, да, который неизвестно для чего им нужен. Общежитие иногда очень похоже на дом, и в какой-то момент не исключено, что могут передумать сделать общежитие, это превратится в какие-нибудь жилые апартаменты. Но то, что за это время у нас окончательно умрет наука, например, авиационного строения, ибо уже увольняются учителя, ибо уже, я правда не понимаю, почему МПО пока не задумывается насчет этого, что оно потеряет опорную площадку в части подготовки специалистов. И, кстати, зарплата 80 тысяч, которая должна быть в этом году уже у каждого в науке, она тоже не достигнута. То есть при этом у нас начинается коррупционный скандал. То
То есть, ну, собственно, для меня лично не неожиданность. Вот это вот схематозы, когда мы взяли бабло, а пока оно лежит, оно же может приносить проценты, или зачем доверять неизвестным людям, лучше через свои конторы прокачать. Казаханов в этом отношении, конечно, известный человек. Вот эти схематозы Казаханова, они еще работали при Шаронове. И давайте так, те уголовные дела, которые были возбуждены в отношении тех центров, да, развития, ну хотя вот они просто не опубличились, Хабиров пришел, скажем так, это просто попало на стык. А вот институт нефтехимпереработки Теляшевский, вы, наверное, помните, вот он тоже в тех схематозах лежит. Я вообще удивляюсь, почему Казаханову раньше не возникли все эти претензии. По мне, так и там. И так все было понятно. К нам в НОЦ вошли вот эти вышеозвученные компании. Вот через неделю-две мы планируем подписать соглашение с Ростехом, с самой госкорпорацией Ростех, чтобы тоже развивать тему ИНОЦ, инновационно-научно-технологического центра в республике. Ведь университет сегодня вообще становится центром привлечения инвестиций. Это очень был классный специалист по осваиванию мегасубсидий по линии Минэкономразвития, поэтому он стал советником по науке в продвижении данной инициативы. Жалко, конечно, но вот пока все так развивается. Единственное теперь, вот это, скажем, задержание, оно нам дает надежду на другое. Если еще год назад вертать взад вот это объединение вузов было нереально, то после вот этих скандалов и озвученных Чернышенко показателей, да, о том, что Республика Башкортостан скатилась в науке вообще там, по-моему, на последнее место, сегодня дают нам надежду только одну. Мы можем начать процедуру, скажем так, обратного разъединения вузов. Кстати, никому из этих вузов не понятно, почему назначили Захарова. Человек, который далек от науки, и ученый совет, который он создал, там кто угодно, но только не те люди, которые могут определять, например, что-то за двигатели. Почему-то ни один уготушевец не попал в этот ученый совет. То есть, и я думаю, там последовательно возникнут вопросы ко всем структурам, которые так или иначе образовались неким таким новообразованием к удалению. В общем, жалко мне мою альма-матер УГАТУ. Сможет ли она пережить вот эти времена застоя, или я не знаю, как это назвать, не уверена. Мы однозначно потеряем студентов, мы однозначно потеряем определенный преподавательский состав, уже потеряли, я буду так говорить. Но вздрагивают другие вузы. Они могут тоже потерять своих студентов, потому что заявленная наборная численность 50 тысяч студентов, у нас, извините, при нашей демографической ситуации, у нас в принципе столько студентов нет. В принципе, мы потеряем, мало того, что убиваем УГАТУ и БГУ, мы еще убьем, соответственно, и все прилегающие вузы в округе и так далее. Но сегодня самая сложность – это то, что нашим детям уже сегодня, в этот следующий год, некуда поступать. Родители, так как образование платное, боятся сдавать в этот вуз, который неизвестно, выдаст диплом, не выдаст диплом на конце, через 5 там сколько лет, а деньги будут потрачены. И поэтому лучше переплатить и отправить в Москву, Казань, я не знаю, Екатеринбург, Санкт-Петербург, в любую доступную точку, где есть стабильный вуз, чем бесконечная наша реформа. Нам надо объединиться и все-таки сделать этот вопрос. Верните нам взад, у нас все хорошо было. Однако строительство такого образовательного центра не могло не затронуть горожан. Часть кварталов будет оттуда убрана. Мы в рамках изъятия земель для государственных муниципальных нужд расселим часть этих домов. Жителям будет предоставлено, естественно, взамен жилье комфортное, удобное для проживания. Но эти кварталы, они, в общем, сказать, там иногда черт ногу не разберет.